Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. И, как всегда, с вами Петр Цепандин. Я нахожусь в гастростудии ресторана «Мусхая» гостеприимном. Спасибо нашим друзьям. И к нам сегодня в гости пришел Игорь Владиславович Григорьев. Игорь Владиславович, здравствуйте. Игорь Владиславович, профессор факультета лесного комплекса и землеустройства. Вот, всегда забываю это сказать, поэтому сразу говорю, спасибо, что согласились быть гостем моей передачи, это первое. Спасибо за приглашение. Да, и так как у нас все-таки передача, которую мы позиционируем как кулинарное ток-шоу, с чем вы к нам сегодня пришли и что вы будете готовить? Я буду готовить блюдо с неустановленным, так скажем, названием. В моей семье его зовут просто паста. Просто паста? Просто паста. А наша передача называется «Просто вкусно». Вообще замечательно. Оно родилось по принципу известного ирландского рагу, когда в холодильнике было немного вещей, мы попытались их смешать, исходя из того, что дети всегда любят макароны и сосиски, а макароны и сосиски не всегда полезны, поэтому попытка добавить туда немного овощей привела к тому, что и дети очень любят, в общем, им нравится и им полезно. И главное, что оно готовится достаточно быстро и просто. Предлагаю сразу начать. С чего? Сначала нам нужна будет репчатая луковица. Мы чистим лук, режем его, средний его режем для того, чтобы его распустить на огне. Сковородку уже стоит греть? И, может быть, уже воду поставить для пасту? Воду можно уже поставить, да, Петр, так. Спасибо. Так, ну тогда мы поставим на нагрев на самый большой, чтобы у нас кипящая вода, пусть она стоит, работает. А сковородку? А сковородку можно пока налить масло. Ну, чуть-чуть тоже нагревать. Да, потихоньку пусть нагревается. Чуть-чуть подогревается, а потом нагреется, мы накатим туда масло. Как говорят, мужчины лучшие повара, потому что те, кто делает это раз в неделю на кухне, для них это удовольствие. Для домохозяек ежедневный труд. Да-да-да. Вот, поэтому, рутинный. Да, поэтому я это дело люблю. Готовить? Да, совершенно верно. Вы отличный муж тогда, получается, дома, семьи, да? Ну, когда приходит для этого, когда есть время, делаю с удовольствием. Поскольку время бывает нечасто, то и, в общем, это больше развлечение. Так, Игорь Владиславович, традиционный вопрос, который я всегда задаю своим гостям. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Вы откуда? Я родился тогда еще в Ленинграде и до сих пор считаю себя ленинградцем, даже а не петербуржцем. Родился в 1973 году. Советский Союз. Совершенно верно. Великий, могучий Советский Союз. Лучший город на свете, город Ленинград. Поскольку там родился, там живу до сих пор. Закончил школу 8 классов. После 8 классов ушел в училище. После училища, которое закончил на слесаря по ремонту автомобилей, поступил в лесотехническую академию, тогда ленинградскую. Закончил ее по специальности инженер-механик. И волею судеб, пока учился в научной форме обучения, честно признаюсь, наспор, поступил на второе высшее образование, на экономиста. Очуметь. И чтобы закончить его на заочной форме обучения, мне пришлось поступить в аспирантуру. Это вы уже поступали, это же уже тогда это были 90-е годы. Если я поступал, строго говоря, поступал при Советском Союзе, а учился уже при современной России. И когда поступил в аспирантуру, у аспирантов есть обязательно нагрузка, это преподавание дисциплин. Да. Я хочу сказать, что молодой преподаватель самый жесткий, и не так давно его учили. И мне очень понравилось преподавать, понравилось то, чем я занимаюсь, и вот так я остался. Благодаря моему учителю, которого знает вся страна, это Василий Иванович Потякин, заслуженный деятель науки и техники. Спасибо. К сожалению, он нас покинул, но вот он воспитал большую научную школу, которую я сейчас имею честь возглавлять. Прошел в лесотехнической академии, потом в университете путь от завлаборатории до заведующего кафедрой, был начальник управления научных проектов, программ. А потом в 2017 году нас пригласили сюда, в Якутию. Это было очень приятно, потому что всегда есть вопрос еще целесообразности. Мы ведь готовим для того, чтобы кто-то это с удовольствием съел. И вуз в Петербурге, конечно, старейший в мире лесотехнический, но беда в том, что те, кто его заканчивает, не особо идут в лес работать, предпочитают оставаться в городах. Вот. Да и леса в Петербурге нет, поэтому приглашение в Якутию я и мои коллеги почли за честь, и вот уже 5 лет работаем
сначала Якутской сельхозакадемии, теперь ее переименовали в Арктический государственный агротехнологический университет. Ну да, когда я студентом был, это было ЕСХИ, Якутский сельскохозяйственный институт. Ну Потом вот. стало ЕГИТИ, потом и сейчас АГАТУ, по-моему. Да, совершенно Да. верно. За 5 лет работы вместе с коллегами был создан вот факультет, в котором я сейчас тружусь, лесного комплекса и землеустройства. И надо сказать, что единственный факультет на на всю Якутию и, наверное, один из двух на Дальний Восток. Да, это можно уже побольше сделать. Побольше сделать. В котором учат лесников, то есть работников в будущем лесничества, министерства, например, экологии, природопользования, лесного хозяйства, и учат лесозаготовителей, то есть те, кто бок о бок работают в лесу. Первые за ним следят, его выращивают, так скажем, вторые его заготавливают, восстанавливают и добывают для нас крайне важный, необходимый ресурс. Вот вы молодой человек, школу заканчиваете, да? Вот я возвращаюсь немножко от вашего рассказа. Что повлияло на выбор именно места обучения, вот именно по лесному хозяйству? Ну, видите, в чем дело. Я закончил, как я сказал, после 8 класса ушел Да, в ПТУ. Это ПТУ, говорит да. о том, что я не очень хорошо учился в школе, Да? если честно, да. И главное, понимаете, не очень видел цель этого обучения в школе. Вот те знания, что там дают в Зачем старших мне типа классах. время терять? Ну да, я хотел получить специальность в руки, я ее получил, слесарь по ремонту автомобилей и работал в таксопарке мотористом третьей колонны. Мне это дело достаточно нравилось, но потом решил идти Вы дальше. руками работать, да? Что-то? Вот. И я поступал-то даже не в лес, а я поступал на инженера-механика. Ага. Там, где я жил в Петербурге, есть политехнический университет, раньше политехнический институт, лесотехническая академия. И в 1991 году можно было поступать только в один вуз. И там учили механиков, и там механиков. Мне было не принципиально, что это лес, мне было принципиально, что это механик. Я промерил расстояние от дома до вузов. До политеха оказалось на 300 метров дальше. В этой связи я подал документы в лесотехническую академию, куда и поступил. То есть с лесом я изначально не планировал заниматься. Но, как говорят, мы часто стоим... Волей судеб, да? Да, мы часто стоим на перекрестках, но то, что это был перекресток, узнаем, когда ушли по какой-то дороге и назад уже не свернуть. Вот так вот мои перекрестки привели меня к тому, что сейчас есть. Я в этом, кстати, очень счастлив. Вот сегодня у нас были защиты выпускных квалификационных работ, то, что раньше называли защитой дипломников. И выпустилось еще 9 человек, 7 бакалавров и 2 магистра. Очень надеюсь, что они в будущем пойдут в отрасль и, скажем, те знания, что мы им дали, будут полезны республике. Тем более, что вот если взять специфику нашей деятельности, есть понятие земли лесного фонда. И в среднем по России это примерно 70% всей территории нашей страны. То есть лесной фонд. А в Якутии их больше 90. То есть более 90% всей территории нашей республики Это лес. это лес, ну, скажем, земли лесного фонда, лесные и не лесные, где управляют, соответственно, сотрудники лесничеств, где работают наши выпускники лесозаготовители. И для республики, конечно, сейчас лес дает очень малый вклад, как говорят, в ВВП, да? Да. Просто потому, что его перебивают газ, алмазы, Да. нефть. Но вот когда мы пришли сюда, мы столкнулись с удивительной вещью. Я, конечно, не буду называть фамилии, но мы столкнулись с тем, что даже ряд управленцев от леса в Якутии не очень понимали, чем они управляют. Потому что есть в республике такое интересное мнение, что резервные леса, которых в республике очень много, почти 50%, это резерв для будущих поколений. Например, давайте подумаем, вот если мы с вами возьмем сосиски и решим сохранить для будущих поколений, ведь не сохранятся, верно? Ну, их какое-то время не испортится, да? Их, ну да. И лес то же самое. вот Он можете тоже, взять салфетки? благодарю вас, Да. это тоже биологическая система. Лесом надо заниматься. И вот то, что в Возобновляемый республике- ресурс. Ну, чуть ли не так. Совершенно. Да. Здесь, ну, опять-таки, вот мы сейчас помидоры порезали. Если помидоры вовремя не собрать, они сгниют, верно? Да. То есть нужно собрать урожай, чтобы вырос следующий. И лесопользование ровно тот же принцип. Ведь недаром открыт факультет именно в аграрном вузе. Мы пользуемся одним и тем же ресурсом – земля и ее плодородие. Можем выращивать лес, можем выращивать
помидоры или еще что-то. Да-да-да. И вот вдумайтесь в цифру. Сейчас в мире больше 50% всей перерабатываемой древесины заготавливается уже не в естественном лесу, а на лесных плантациях. То есть, где Оно специально, древесина- как овощи специальным Совершенно образом верно, да, именно растут, так. да? Да? Ну, конечно, Выращивает, то есть. именно так. И вот, знаете, есть убеждения, опять-таки, в Якутии такие, я бы сказал, сейчас модное слово называется алармические настроения, от слова аларм, тревога, да? Ага. Что вот весь Алармические. придут, весь лес спилят, в Китае продадут Да, и да, так да, далее. да, да. Ну вот сейчас совсем недавно было, что в Верхней Амге, в Амге отдали китайцам, сейчас весь наш лес вырубят, вывезут, а потом как, что нам, будущим поколениям, Знаете, достанется и все. Это большие заблуждения по той простой причине, что, во-первых, везде у нас идет экономика. И когда считается, что наш лес очень экономически ценный, это, к сожалению, далеко не совсем так. Якутия очень большая, и большая часть, ну, выйдем мысленно сейчас за город Якутск, какие мы там увидим деревья? Не крупные, Да. их много, они всякие кривые, из них ничего путевого не напилишь. То, что говорит, что лес очень плотный, северный, да, хорошо, но далеко не для всех производств. И по поводу китайцев, вот думаете, сейчас с рынка Китая Россию выпихивает Новая Зеландия. Географию мы с вами хорошо учили, мы же представим себе размеры России, даже Якутии, да, и Новой Зеландии. Вот они Да, как это- раз выращивают плантационным Я был в Новой способом Зеландии, но там древесину, Древесину и там легко ее заготовят. продают, спилят весь лес. Возьмем другой пример иностранный. Нам очень во многих документах, нам, лесникам российским, так тыкают, вот посмотрите пример Финляндии. У Финляндии нет газа, нет нефти, нет алмазов, не уверен насчет угля. 80% ВВП страны – это лес, так или иначе, 80%. А кто-нибудь может сказать, что финны загубили свой лес? Не можете. верно? боюсь, что нет. Ну вот. А территория-то совсем чуть-чуть. Территория меньше, причем, смотрите, вот у нас какие деньги мы тратим на тушение лесных пожаров. Но ведь лес Якутии, он сам по себе не горит-то просто не может. Природа создала его таким, чтобы он горел. У нас преобладает Да, лиственница, верно? да. Лиственница – дерево хвойное. Во всей России считается, что хвойное – это вечно зеленое, но лиственницы нет, она Лестницы сбрасывает, нет, да, сбрасывает. как говорят по науке, ассимиляционный аппарат. Да? А резко континентальный климат, то есть летом очень сухо. Вот сейчас почему-то дожди идут активно, а так обычно-то нет. Да, это Плюс тому- редкость. Мы сегодня как раз вспоминали, говорит, наша погода как субтропики стала. Лес на вечной мерзлоте. Так. Значит, биота, которая может перерабатывать этот опад древесный во что-то путевое в виде гумуса, ее практически нет. В результате что получается? Вот этот вот опад лиственницы становится сухим, как порох, Да. малейшая искра и приводит к пожару. Одна молния и все, Да, пошло. причем, что интересно в Якутии, если в субъектах, так, как говорится, с большой антропогенной нагрузкой, где большое количество населения, ну, там, Ленинградская область, Карелия и так далее, сейчас ввиду закрытия границ туристов там стало много больше, там примерно 90% причин лесных пожаров – это человек. А в Якутии наоборот, примерно 90% причин пожаров – это сухие грозы. И если человека мы можем хоть как-то приструнить, еще что-то, да, на совесть повлиять, Ну то да. на совесть грозы, Штрафовать и все да, прочее. то на да. совесть грозы повлиять не получится. Да. И так уж, вот поскольку лесу нужно как-то очищаться, ведь если возьмем тропический лес, падает отмершее дерево, оно начинает перегнивать, дает гумус, здесь дерево деваться некуда. Чтобы убрать эту органику, природа придумала лесные пожары. Они полезны лесу. То есть, как говорят лесники-профессионалы, лес горит там, где его не рубят. И вот он весь принцип. Причем вот эти алармические настроения, что все вырубят и убегут, не получится еще по какой причине. Наверное, уже многие знают, что вывоз необработанной древесины из России запрещен. Не получится уже. Ну, вывести. законодательно. Да. В результате мы что с вами получаем? В результате вложения в завод большие, и с заводом ты никуда не убежишь. Так. А с учетом особенностей Дальнего Востока и Сибири, где, помните, как у нас огромные расстояния, Логистика, да, тяжелая. вот, да, с дорогами плохо, поэтому почти 80% себестоимости древесины у переработчика – это транспорт. Значит, чтобы каким-то образом зарабатывать, необходимо транспортные составляющие себестоимости снижать. А как это можно делать? Единственное, подвинуть лес поближе. Завод не подвинешь. Как можно подвинуть лес поближе? Выращивать там, где было раньше вырублено. И с точки зрения лесопользования, грамотного лесопользования в Якутии,
Якутия стоит, наверное, в силу географического расположения лет на 10 от северо-запада. Потому что сейчас на северо-западе принцип срубил, посадил, вырастил, опять срубил, посадил, он работает очень хорошо. И ведь люди не будут работать, как бы лозунги не были, себе в убыток. То есть это экономически выгодно. Можно взять, в пример, в Архангельске есть компания, группа компаний УЛК, которые засаживают даже больше, чем выращивают. Потому что, конечно, в 90-е лихие годы были перегибы, было все. Сейчас этого, в принципе, нет. Сейчас черный лесоруб экономически бессмысленен. Ну, разве что себе на баню и так далее. Вот, вот дом себе сруб поставил и все. Ну, разве что и то найдут. Потому что сейчас это все достаточно хорошо проверяется. И в этой связи, если брать мелких черных лесорубов, ну, себе что-то порубить. Если брать ребят таких серьезных в Сибири, знаете, мне не раз доводилось бывать в Иркутской области, где работают очень крупные лесопромышленные холдинги. И вот эти черные лесорубы ушли даже не то, что по законодательным причинам, а потому что, когда лес у кого-то в аренде, у кого-то крупного, с большими деньгами, а все лесонарушения вешаются на него со всеми штрафами, уголовными делами. Это кто-то сильный, этого сильно не любит. Поэтому были созданы свои службы безопасности, вот этих лесопромышленных холдингов. Эти несчастные черные лесорубы, если что, мечтают оказаться в руках природоохранной прокуратуры, а не вот этих вот ЧОПов, которые там, не буду называть каких холдингов, потому что там вообще мало не будет, и желания что-либо воровать, простите, не будет никакого. Это говорит нам о чем? Если лес будет в аренде, то есть чей-то, это означает, что и за лесом будут следить намного лучше. Ну да, а да. как я уже это сказал, мое уже. На какое-то время это да, мое, как минимум, да, это считайте, мой ресурс. За съемную квартиру вы же отвечаете, вам же не хочется там перед... Ну вот, и тут получается какая вещь? Почти половина лесов республики, они резервные. Резервные — это означает, что не то, что они резерв для будущего поколения, а то, что в них не ведется никакой работы, никакого хозяйства. Почему? А дорог там нет. Нет дорог, туда не добраться. Помните, пожары даже не прошлого лета, а года 2 назад, когда были введены зоны контроля, никто не тушил, просто смотрели. А как там тушить? Дорог-то нет, не добраться. Да, ну Верхоянский, например. Вот, Я вот в вот Верхоянске охотился, там вот пожар это вот прошел, оно и есть. все. Вы понимаете, вот этот вот принцип резервного леса — это не резерв, это чемодан без ручки, который приносит только убытки и огорчения, и более ничего. Да, природа сделала так, что лесу, нашему Якутску, вообще хвойным лесам надо гореть. Если мы этого не хотим, мы должны их рубить. Либо мы должны их не тушить. Они ведь, Звучит дико, но это правда, да? знаете, но ведь до нас же леса сгорали, ведь до человека. Сколько этих было пожаров? Мы, если с вами посмотрим, все хвойные леса, они одновозрастные. То есть проходил катастрофический пожар, после него шло очень успешное, естественно, возобновление. Потом опять и так далее. Мы можем либо наблюдать, как в резервных лесах, как это творится, ну, либо мы можем хозяйствовать, получать от этого прибыль, давать рабочие места, продукцию и все такое. Почему Финляндия не горит? Потому что у них, например, нет резервных лесов. То есть от слова совсем нет. У них везде есть дороги. И вот есть такое понятие расчетная лесосека. Принцип в чем? Нужно вырубать леса столько, сколько вырастает. Ну, логично, чтобы аграрий собрал столько пшеницы, сколько выросло, верно? А если он собрал 50%, то что будет с этой пшеницей? Она сгниет на полях. Ну, что касается и помидоров. А вот сейчас в Якутии, если по-честному, без приписок, то собирается примерно, вырубается примерно 5%, 5%, не 50%, расчетной лесосеки. Это означает, что оставшиеся 95%. Они просто... Да, и всё. вот смотрите, логика-то в чем? Помните, в магазине нам все время пытаются мерчендайзер поставить товар, у которого проходит срок годности, подходит ближе. Да, на близкое, чтобы вот на расстоянии лица. Да. И лес примерно то же самое. Ведь чтобы построить дорогу, за эту дорогу кто-то должен заплатить. Вы Я согласны? предполагаю, не все, да? Или Да, как? да, я как раз и планирую не все. За дорогу кто-то должен заплатить. У государства денег таких нет, должен заплатить предприниматель. Но он заплатит за что? За то, чтобы эта дорога привела его, позвольте, к хорошему лесу, который он срубит, продаст. На эти деньги он выполнит лесовосстановительные работы, а по-другому по закону сейчас нельзя. Но у нас есть, допустим, спелый лес, вот он подошел, да, и перестойный. Да, он портится не так быстро, как пшеница, но он же портится.
Ну, годами. Да, В течение лет, да, с да, каждым годом вот эти перестроенные леса становятся экономически все менее интересными. А дорога дешевле-то не стоит, верно? И с каждым годом все менее интересно вкладываться в эти леса. Вот аналогика. И пока, ну, даже мы с вами упоминали лес недалеко от Якутска, да, криво-косой. Почему? Потому что там никто не проводил рубок ухода никогда. Если мы с вами посадим морковку в мае и придем, там, когда в августе ее собирать, найдем мы там морковку. Ничего хорошего, мы же там не пололи. Да, и здесь то же самое. За лесом нужно ухаживать, с ним нужно работать. И чтобы появился новый качественный лес, нужно, чтобы предыдущий, уже выросший, некачественный, вот он уже вырос, уже, да, вот прошу, Убрали. либо он сгорел. Третьего варианта не будет. Либо сгорел, либо срубили. Либо его срубили, да, и на его месте восстанавливали. И, собственно, чем мы занимаемся на факультете, это в том числе мы обосновываем режимы лесопой, то есть как нужно рубить. Понимаете, ведь срубить можно так, что потом ничего не вырастет. Ну, Срубить то есть- можно так, что вырастет лучше, чем было. Здесь очень много нюансов. То есть в поле превратить чуть ли не, да? Ага. Да, тут нюансов очень много, и можно укатать, ведь сейчас же нет желающих с бензиномоторными пилами бегать, верно? Сейчас современные машинные комплексы, дорогие, хорошие машины, но можно укатать лес так, что потом, а можно сделать, что он вырастет еще лучше, чем был до этого. Вот в этом, собственно, во многом наша наука и искусство лесозаготовителей, чему мы учим студентов, и сами здесь учимся, потому что то, что было довольно давно и нашими предшественниками разработано для лесов северо-запада, например, для лесов на вечной мерзлоте не подходит совсем. Мерзлота – это очень специфический подстилающий слой. Мы столкнулись с тем, что общепризнанные, те, что работают в Архангельской области, в Коми, в Карелии, варианты рубок и лесовосстановления, тем более здесь не ахти как работают. Здесь нужно потому искать... что другие условия природы. Именно, да, именно другие условия. Ведь даже, смотрите, Климатические, точнее. климатические, почвенно-грунтовые. Ведь если мы с вами возьмем, обычно наши коллеги-аграрии работают летом, да, вот и в сезон, начиная с полевых работ и до осенних. Это их основной сезон. А у лесников России в основном сезон зима, когда замерзает почва, грунты. Вот есть такая интересная цифра, что километр зимней дороги стоит в 10 раз дешевле, чем летний. Потому что Дедушка Мороз нам дорогу строит, в принципе. Выровняли и поехали. А износ подвижного состава лесовозов, а помните, 80% себестоимости – это транспорт. Износ подвижного состава лесовозов зимой в 10 раз меньше, чем летом, потому что летит песок, абразив, они там в лужи в эти не падают. И если все лесники России активно работают зимой, то в Якутии они ползимы стоят, потому что как только мороз больше, чем минус 40, машину выгнать на улицу нельзя. Тяжело, да. Наступает морозная хрупкость металла, просто сломается манипулятор. И вот здесь такая интересная специфика, где завязана экология, экономика. Но я что хочу сказать, мы во многом еще пытаемся научить через наших студентов всех граждан республики, что вот те подходы, которые сформировались мысленные к лесопойме в 90-е годы, что придут, спилят, убегут, оставят в пустыне, теперь не работают. Потому что совершенно другая экономика, это никому не надо. Вот как-то так. Ну, слишком невыгодно получится Да, взять и совершенно своровать, верно. да? Ведь Ну, условно, никто, скажем. давайте так, никто не будет воровать себе в убыток, верно? Ага, ну вот да. здесь логика та же самая. Ну, кроме того, там себе где-то на сруб, на дрова, но это не те масштабы. Ну хорошо, вы сказали, упомянули, что из-за климатических условий, да, у нас лес восстанавливается по-другому. А сколько среднее время? Вы уже Есть такое достигли каких-то понятие опытных показателей? оборот рубки. То есть, ну. то период, когда после срубленного вырастает новый спелый лес. Ага. Якутия самый большой субъект Российской Федерации. Вот. По И территории, здесь, да. по территории, Да. и, скажем так, и с юга на север он довольно приличен. Понятно, что в Южной Якутии древостои, они много более выгодные, они коммерчески интересные, они лучше растут, потому что там теплее. Да. Вот, потому что любое растение растет, а дерево тоже растение, пусть многолетнее. Поэтому там, это порядка 100 лет. Если мы с вами возьмем, дойдем до широты Якутска, да и чуть севернее, это будет где-то 120 лет. Еще севернее 140 лет. То есть чем более суровые условия, чем меньше длится вегетационный период, тем, соответственно, рост до возраста спелости будет больше. Вот 100 лет прямо, да? То есть это Если мы говорим о это хвойном лесе, даже да. не нашим детям, и даже не внукам. Да, именно так. Именно так, да? Именно Ну, то есть, так. получается так, смотрите, как человек, который, я, скажем так, профан в этом деле, компания приходит,
что можно срубает, а потом на эту территорию заходит через 100 лет? Или как? Не совсем так. Компания берет на длительный срок в аренду эти земли. Так. Делается план освоения лесов. Это поменьше, да? Да. И на основании этого плана ежегодно выполняются рубки по площадям, а также выполняются мероприятия по лесовосстановлению. То есть здесь я в этом году срубил. В следующем году я рублю здесь, а здесь я восстанавливаю. И вот так вот идет цикл лесопользования. Да, и если брать, ну, условно, 100 лет, и у нас есть, допустим, 100 гектар, то логика в том, что чтобы у нас лес был всегда, мы должны рубить каждый год 1 гектар. Тогда через 100 лет наши правнуки сюда вернутся и срубят опять тот самый лес, который мы посадили. Но, еще раз подчеркиваю, мы посадили, но за ним надо ухаживать. Иначе это будет бессмысленно. Опять превратится, да? Да, без уходов, без... Ну, еще раз подчеркну, что недаром открыли факультет в аграрном вузе. Более того, кроме России, мне неизвестны страны, где есть отдельные лесные вузы. Это всегда факультеты в аграрных вузах. Потому что принцип один и тот же. Мы что-то выращиваем. И наши коллеги-аграрии хорошо знают, что нельзя посадить картошку, морковку, все что угодно, а потом прийти только за урожаем. Так не получится. И у лесников ровно то же самое. И если на северо-западе, где коммерческое лесопользование развито активно, где, например, в Костромской области, по-моему, 2 года назад именно лесной комплекс принес больше всего в ВВП вообще всего региона. А у нас, по-моему, меньше 0,1% в Якутии. Там при возможностях просто при огромных. Вы же сказали огромных. 5% от Нет, ставки. это расчетная лесосека. А если брать ВВП, сколько вносит каждая отрасль, то 1/10, ну, по открытой статистике. Вот. И, понимаете, вот опять-таки резервные леса. Нельзя лес запасти для будущих поколений, если не работать. Так же, как со стадом жеребят, коров и прочее. Вот можно сохранить для будущих поколений нефть, алмазы, газ, да, эта вещь не портится. А с лесом надо либо работать, либо получать то, что мы получаем в виде пожаров и так далее, и не жаловаться. Вот. Причем все это тушение идет же за наши деньги. То есть вместо того, чтобы получать от него прибыль, мы получаем сплошной убыток и неприятности. Но общественность, скажем так, и большая часть населения это пока не понимает. Согласитесь. Я с вами согласен, и поэтому мы и стараемся, в том числе я очень вам признателен за ваше приглашение на передачу, мы очень стараемся донести вот эту простую правду. Видите, конечно, вот большая часть населения хорошо все еще понимает принципы агропроизводства, верно? И мы пытаемся донести, что это, собственно, то же самое. Это не сильно принципиально чем-то отличается. Хорошие макароны. Готово? Итак, что мы сделали? Итак, мы, когда у нас сварились, ну, можно сюда бросать разные макаронные изделия. У меня дома предпочитают спиральки вот такой вот формы, хотя не принципиально. Можно и ракушки. Можно и ракушки. Ну вот как-то у меня изначально сложилось, что у меня была, когда я первый раз это приготовил, была просто упаковка спиралек, поэтому так дальше и пошло спиральки. Я человек в этом смысле традиционный, не очень люблю менять рецепты. После этого мы перемешиваем. Здесь много томатного сока, который у нас из помидоров выделился. Соль и перец, они сразу по вкусу насыпаются, пока у нас еще готовятся, тушатся помидоры с луком. После этого желательно это накрыть крышкой минут на 5, чтобы это дело потомилось в томатном соке. Спиральки пропитаются вот именно вот этим томатным соком. И это будет так, как у меня в семье любят. И я очень надеюсь, что и вам будет просто вкусно. Просто вкусно, надеемся. Ну, сейчас тогда у нас просто томится, да? А мы за разговорами. Расскажите, пожалуйста, вот про лесопромышленный форум, да, модератором которого вы являетесь, и вы же еще грант получили российский. Начну с форума. Да, давайте. Это наша гордость, меня и моих коллег. Я не один пришел сюда из Санкт-Петербурга. Когда мы пришли в 2017 году, мы обнаружили, что и лесопользователи немногие, в общем, не очень знают о современных трендах, тенденциях, технике и технологии. Как я сказал, Якутия несколько лет на 10 отстает в настоящее время, хотя наверстывается сейчас очень активно это отставание. И лесопромышленный форум, который проводится у нас в университете, это единственный подобного рода мероприятия, проводимые учебными заведениями России, потому что их проводят разные коммерческие организации, но чтобы проводил вуз, такого больше в Российской Федерации нигде нет. То, что мы хотели от форума, то есть чтобы представители компаний рассказывали о своей продукции, о самых новинках
и позволяли бы задать прямой вопрос, а вот подойдет ли это мне, да, в каких условиях лучше такая машина или такой станок. Мы этого достигли, и он уже ежегодный, он традиционный, и он записан практически во всех, так скажем, календарях мероприятий. И как в этом году мне сказали, что мне было очень лестно, что это крупнейшее такое мероприятие на Дальнем Востоке Российской Федерации. Скажем так, я и мои коллеги привлекаемся в качестве экспертов и там, ведущие организации. В общем, нас знают все, знают, кто мы, знают, что мы можем и чем мы занимаемся. По поводу гранта Российского научного фонда, да, это тоже очень приятная вещь. Там, конечно, не так много денег, сколько это, наверное, признание российского научного сообщества, что тематика, которой мы занимаемся, она важна. Актуально. Потому что, как я уже сказал, трактор, как он едет просто по лесу, и как он давит на почву, грунт, и что, кстати, получается, изучали довольно давно. Я сам об этом писал и кандидатскую, потом докторскую диссертацию. Но это был разговор о северо-западе, например, да? Или Иркутской области, где нет мерзлоты. На мерзлоте физическая картина совершенно другая. И вот мы уже 5 лет занимаемся этим вопросом, и сейчас мы поставили вопрос другой. Лес растет везде, в принципе. Да? Он растет на равнине, он растет на болоте, он растет И в горах. и в горах, то есть на склонах. Да. И этот лес везде должен обновляться. То есть нам нужно научиться и в горах делать рубки так, чтобы лес потом рос, и даже рос лучше, чем до того, как его срубили. Ну вот, и я к чему? Мы поставили себе задачу изучить физическую картину, как будет машина на склоне, потому что, как я говорю, желающих бегать с пилами сейчас в России нет. Как машина будет на склоне на мерзлоте работать. И вот это направление исследований было поддержано Российским научным фондом, что очень приятно. Как я уже сказал, денег там немного, но логика в том, что уважаемое экспертное сообщество оценивает перспективность и новизну работы. Это нам позволяет утверждать, что мы занимаемся, во-первых, не изобретаем велосипед, вот, и что этот велосипед, который мы, так сказать, движущее средство, которое мы изобретаем вместо него, достаточно научно интересен. А между тем, я, по-моему, смотрю, у нас уже... Да, все готово. Да. Предлагаю вооружиться нам тарелками. Так, вот этими? Сервировку. Вот моя большая ложка. Так. Ну, пожалуйста. Ага. Я понял. Ну, либо вот... Да, вот, наверное, вот, Нет, я вам вот большую... этим инструментом лучше. Ага. Мне кажется, На пробу этот вам? Да, нет, давайте я вот так поставлю. Сейчас оператор снимет это для перебивок. Вот накладывайте вот вторую порцию. Пожалуйста, пожалуйста. Не терпится покушать. А у нас между тем погода, как в тропиках, только что дождь прошел, потом солнце, а сейчас опять дождь. Да, погода, скажем, не характерная. Не характерная, да, в этом году. Ага. Ну что, Саша. приятного аппетита нам. Спасибо. Приятного аппетита нам. Ну, а соль тут по вкусу. Да. Кто как любит. Классика. Очень рад. Да. По вашему мнению, как? Так же должно получиться именно, да? Да. А как, насколько большая заинтересованность, ну, допустим, в частности по Якутии, да, в лесозаготовке, и как получают, ну, скажем так, я не знаю, лицензии, разрешения, кто туда входит? По действующему... Это же бизнес все равно, это же какая-то такая экономика. Разумеется, бизнес. Ну, прежде всего мы говорили, что лесной факультет создан в аграрном вузе, и там мы пользуемся землей и ее плодородием, но принципиальное отличие в том, что земли сельхозназначения в большой части случаев сейчас находятся в частной собственности, а все Долгосрочной лесные... аренде, да, получается? Нет, в частной собственности. В частной собственности Да. даже. А все земли лесные, они находятся в федеральной собственности. Ага. И действующий лесной кодекс, иногда его называют новым, но на самом деле много лет, он вступил в силу в 2007 году, уже время прошло, ну, многие по инерции. Он изначально писался, конечно, чтобы дать частную собственность на леса. В последний момент уже законодатель отыграл назад, и получился вот такой документ, который выдержал уже, по-моему, 51 редакцию, то есть 51 раз его уже поменяли за все это время. Настолько он вышел, скажем так, ну, мягко говоря, несовершенным. Да, как Филатов не сказать еще хуже. Вот. И много раз был разговор о том, чтобы его просто переписать.
Он взял очень неудачную модель лесопользования канадскую, которая нам явно не подходит. Но видите, в чем беда? Вот если мы с вами сейчас возьмем уровень достаточно высоких управленцев на уровне федерального центра, мы с вами видим, что лесами управляют люди по образованию кто угодно, но только не имеющие лесного образования. Вот даже рядом. И законы пишут люди, те, которые никогда лесу не учились. И это не только в лесной отрасли такие беда. Во многих отраслях высший менеджмент на уровне столицы не представляет, никогда этому не учился. Вот. И законодательство оказалось несовершенным, ну, как сейчас есть. Любой имеющий, соответственно, лицензию и возможности на основании открытых аукционов, когда органы федерального надзора за лесом, то есть лесничество, выставляют лес на торги, то есть когда он поспел, когда его можно брать, а это устанавливается, опять-таки, лесоустроителями по нормативным документам. Выехали на территорию, посмотрели, вот. Даже не совсем выехали. Как? Объявляется тендер. Да, вот там-то выставляются такие-то леса в аренду. Да, есть полностью их описание. Таксационная характеристика, породный состав, средний запас леса на гектар и так далее. И идут торги. Кто больше предложил, того, собственно, и лес. Взял. И со всеми, естественно, вытекающими обязательствами лесопользователя, то есть восстановление, уходы, охрана от пожаров, ну и так далее и тому подобное. То есть лесопользователь, как я уже сказал, он несет полную ответственность за этот лес. Именно поэтому, когда, да, это не частная собственность, это аренда, но вы же из арендованной собственности будете очень внимательно смотреть. Да. Поэтому, когда леса в аренде, за них спокойнее. Когда леса ничьи, вот там у нас и основные проблемы есть. Да, и ложиться на федеральную структуру. Ну, на федеральные, на местные, да. Ну и так далее. Хотя собственность федеральная полностью. Леса. Лес — это федеральная собственность. Федеральная собственность, да. А насколько большой этот, вот вы говорите, аукционы проводятся, тендеры открытые, насколько больших, много желающих вообще? И сколько процентов иностранных компаний? Иностранных в Якутии, насколько я знаю, да, могу ошибаться, но я не слышал, чтобы в 2019 году Агентство по развитию Дальнего Востока и Арктики объявило о 7 мегапроектах в области освоения лесов Дальнего Востока. Из них 3 приходилось на Якутию, по-моему, Томот, Солянка и Витим. Ну, опять-таки, Южная Якутия, где экономически интересные древостои. Так. То есть те, кто их готов был воплотить, они получали лес за половину стоимости, но были обязаны создать предприятия, рабочие места по полному циклу переработки, то есть производством домокомплектов, прессованного биотоплива, сейчас очень модное слово, пелеты, может быть, вы слышали, пелеты, да? Вот, ну и так далее. Это, собственно, все есть на официальном сайте. Да, потом случилась пандемия, которая привела к проблемам с закупкой оборудования. Современной ситуации, тем более проблемы с закупкой оборудования. Многие вообще непонятно, компании что от нас ушли, а к великому сожалению, в 90-е и 2000-е лесное машиностроение в Российской Федерации было уничтожено полностью, то есть под ноль. И если когда-то были бензиномоторные пилы «Дружба», известные на весь мир, да, в 2009 году закрыли их производство, Пермский завод Дзержинского. У нас были по своему времени лучшие трелевочные трактора, такие как ТТ-55, которые знали почти все лесники мира. ТТ-4, этих заводов не существует. И если в 2014 году государство, еще поняв, после того, как Крым вернулся в Россию, поняв, что это может добром не кончиться, начали хотя бы возрождать сельскохозяйственное машиностроение, то до лесного просто не успели. Еще не дошли просто. Да, у нас сейчас, ну скажем, не хватило года два. Года два для того, чтобы мы вопрос этот закрыли. Я более того убежден, что поскольку он почти решен, мне довелось быть в городе Петрозаводск, там строится и одновременно уже начинает работать в полупостроенных корпусах завод Амкадор Онега, который будет выпускать аналоги импортных машин. Я пока не готов сказать, насколько они будут аналоги по качеству. Ну, будем надеяться, дорогу осилит идущий. Вот нам не хватило года-два, и я почему-то уверен, что многие компании, которые от нас ушли, которые эффективно с нами работали, им уже путь назад будет заказан просто из-за репутационных потерь, да, и прочее. Ведь вот сейчас эти проекты, вот даже 3 мегапроекта, они чуть-чуть притормозились, сложно купить оборудование. Но я убежден, что они будут воплощены в жизнь. Тогда хотели в один проект вписаться японские предприниматели, в другой, по-моему, хотели вписаться канадцы, если не ошибаюсь.
Да, сейчас они все вышли, им просто нельзя. Они бы хотели, но им нельзя. Может быть, да. И я думаю, что если взять общую статистику, что за 2 года на 45% уменьшилось количество компаний вообще в России, не только в лесу, с иностранным капиталом, наверное, в лесу примерно та же тенденция. И мы видим, как многие иностранные компании вынуждены реально за копейки продавать свои доли, потому что их заставляют, опять-таки, не мы. Вот, выходя от нас, ну что ж, как говорится, флаг им в руки, барабан на шею, если Да. они Что делать? готовы, так, это их выбор. И, знаете, у нас действительно что есть? У нас есть ресурс. Да, и У нас очень много. Этот ресурс, у нас есть очень хорошие наработки, как им пользоваться. Нам, наверное, сейчас нужно, знаете, что прежде всего, чтобы лесом управляли, начиная с Москвы, люди, которые хотя бы ему учились. Вот. И Не знают, как с юристы, ним работать. не экономисты, не сантехники, а именно тот, кто лесу учился. Вот тогда у нас все будет хорошо. Полезно. А еще чего бы хотелось, вот мы хорошо видим такие очень приятные отчеты, как работает наше сейчас сельское хозяйство, да, и сколько мы экспортируем сельского, да, пшеницы и так далее. Ну, нельзя сказать, что у нас плохо с продуктами в магазинах, в Ну отличие да. от... Почему в том числе? Потому что есть Министерство сельского хозяйства, которое управляет всеми этими компонентами. А у леса нет министерства. Есть Федеральное агентство по лесному хозяйству, есть несколько департаментов в Минпромторге, есть еще какие-то структуры. И получается классическое одно дитя, 7 нянек, и у детей не все хорошо в этой связи. Поэтому если бы еще сделали Министерство лесного комплекса, именно лесного комплекса, который также отвечал бы за сохранение леса, за машиностроение лесное, за науку лесную. Вот это было бы у нас... Остальное мы можем все сами, без иностранцев, вполне вытянуть. Делать. Ну что ж, наше эфирное время потихоньку подходит к концу. Игорь Владиславович, вам большое спасибо. И вам, Петр. Хочу вам пожелать успехов и удачи в вашем нелегком труде, чтобы вы разъясняли, вот люди, которые пониманием уже знают, с любовью подходят к своему труду. Ваш труд имел какие-то цели, вы их достигали. Спасибо, что были гостем. Спасибо. Ну и у нас тоже такая традиция есть, пожелания нашим телезрителям. Вот на эту камеру можно. Дорогие друзья, я бы хотел, чтобы все понимали, что лес – это огромное, неисчерпаемое богатство нашей республики. Но чтобы он был реально богатством, чтобы он не приносил проблем, а только приносил нам пользу экономическую, экологическую, им нужно грамотно пользоваться. Не нужно бояться новшеств, которые к нам приходят, если они полезны и дают положительные эффекты. Мы не можем жить понятиями 90-х, они давно прошли, сейчас пришло другое время, поэтому большая, наверное, просьба, может быть, учиться, если вам интересен лес, смотреть что-то в интернете, там достаточно много интересных моментов о правильном лесопользовании. А главное, по любым слухам, не впадать в панику, а попробовать задуматься, что лес, как и все другое, это всегда не только экономика, но и экология, но и экономика, а экономика пустых решений не терпит. Любите лес, друзья. Игорь Владиславович, еще раз большое спасибо. Спасибо. А я Петр Цыпандин. На этом мы с вами прощаемся. Передача «Просто вкусно», канал Якутия-24. Продолжаем кушать. И смотрите, как у нас много приготовилось. Сейчас все ребята.